С самого утра в приемной комиссии НГУ большой ажиотаж. Подача документов тут началась 20 июня. Желающих учиться в ингушском вузе немало, в их числе Ислам Коригов. Он нацелился на медицинский факультет. Большое желание есть помогать людям. К слову, для магистрантов в этом году предусмотрено 182 бюджетных места. Получить его рассчитывает и Хава Асмиева. Она вместе с подругой, отучившись 4 года на историка, решила поступать в магистратуру на ту же специальность. Я думала поступить на юридический или на исторический, но все-таки поступила на исторический, потому что у меня сестра училась на юридическом. И вот, я не знаю, сначала мне история вот так не особо так нравилась, как вот это. А вот в течение этих 4 лет мне понравилось, я втянулась. Вот сейчас иду на магистратуру. Ингушский государственный университет – самое востребованное учебное заведение в регионе. Для студентов тут подготовлены все необходимые условия. Новые корпуса, современные лаборатории, научные библиотеки и многое другое. На сегодняшний день уже более 3500 заявлений поступило, около 2000 абитуриентов. Почему заявлений больше? Потому что абитуриент имеет подать право на несколько направлений, на 3 направления. Вот, поэтому у нас заявлений больше. Здесь прием документов идет и на бакалавриат, на специалитет, колледж и аспирантуру, ординатуру. Здесь готовят будущих специалистов по самым разным направлениям. Самый большой поток поступающих на медицинское дело, юриспруденцию и информационную деятельность. Всего в ВУЗе предусмотрено 922 бюджетных места на бакалавриат-специалитет. Бюджетные места разделяются еще по категориям. Есть у нас целевое обучение, есть у нас специальная квота. Это по указу президента для детей военнослужащих мы выделяем, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Есть у нас еще особая квота. Это для детей инвалидов, для детей сирот, которые остались без попечения родителей. Вот, в свою очередь они делятся. И еще целевая квота у нас распределяется по постановлению правительства. Процентное отношение на каждое направление разное. На базе института также открыты 2 колледжа – медицинский и гуманитарно-технический. Тут предусмотрено 300 бюджетных и 160 контрактных мест. Основной запрос идет на медколледж, заработавший на базе университета с прошлого года. Абитуриенты подают документы по 2 направлениям – сестринское дело и правоохранительная деятельность. Сюда уже поступило более 200 заявок. Среди документов необходимо предоставить ксерокопию паспорта, СНИЛСа, 4 фотографии 3×4 и аттестат об окончании 9 класса. Также иметь оригиналы вышеупомянутых документов. Правоохранительная деятельность, сестринское дело, то есть на эти направления нужно вступить на испытания, поэтому прием продлится до 10 августа текущего года. На направлении сестринское дело предусмотрено в качестве вступительного испытания психологическое тестирование, которое пройдет в главном административном корпусе ИНГУ 12 августа. Также предусмотрен день консультации 11 августа и резервный день, в случае, если абитуриент не сможет явиться в день сдачи психологического тестирования, 13 августа. Приемная комиссия будет работать в Магасе с 9 утра до 6 вечера в будние дни, в субботу с 9 утра до часу дня. К слову, подавать документы можно не только лично или по почте ИНГУ, но еще и онлайн через портал Госуслуги. Необходимо для поступления перечень документов и сроки завершения приемной кампании можно узнать на сайте Ингушского государственного университета. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.